Приветствую вас, весы, на моем канале. Хочу сделать для вас расклад с 8 по 15 марта 2021 года. На колоде Уэйта мы рассмотрим 5 сфер жизни. Личная жизнь, карьера, финансы, здоровье. Это вы, да, как человек, ваше внешнее состояние и внутреннее. И также мы смотрим дом и планету, да, которая будет важна на этой неделе. Ну, да, окинув взглядом карты, сразу вижу, что важную роль будет играть карьера, да, но здесь карьера как бы играет даже, можем, скажем так, второстепенную роль, хоть и старший аркан. Здесь больше, я вижу по этим картам, у вас проблемы с вашей личностью, да, то есть с вашим внутренним состоянием. Здесь очень тяжелое внутреннее состояние у человека. И, да, видя четвертый дом и карту Солнца, я могу сделать выводы, что это как-то связано, может быть, либо с вашим партнером, да, то есть высвечиваются какие-то ситуации, либо четвертый дом, если вы живете, ну, если вы один, да, нету партнера, то это прям вот показывает очень ярко вас, этот дом, что этот дом играет большую роль. Ну вот начинаем с вас, да, потому что здесь идет десятка мечей, и еще рыцарь облаков выпал, это карта борьбы. То есть у вас там происходит нешуточная борьба, да, в вашем внутреннем мире, скажем так. Десятка мечей, да, начинаем с нее. Ну, это, знаете, это как вот какое-то некое такое завершение, конец, размежевание, да, то есть это какие-то очень тяжелые, болезненные переживания, понимаете. Много мечей, конечно, могут символизировать силу разума, да, то есть ум решает подвести черту под чем-то. Это, понимаете, это какой-то может быть горький момент расставания с чем-то или кем-то. Но с другой стороны, это может еще быть и облегчение, как вот после операции, да, когда что-то отрезается, то есть нам становится немножечко легче. Ну вот смотрите, как я, да, делаю выводы, с чем вы можете расстаться. Я думаю, что это будет расставание с пониманием того, что нужно прекращать борьбу. Вот смотрите, видите здесь? Сейчас я вам объясню. Карта борьбы. Что она обозначает? Вот доспехи, да, на этом человеке, его свирепый взгляд, вот эти сжатые кулаки, да, они о чем говорят? О том, что весь вид его показывает, что он готов к борьбе, да, он ваш вспыльчивый характер, то есть это вы, понимаете, это ваш гнев, агрессия, злость, да, это просто скрытое глубоко чувство боли, да, на самом деле. Поэтому, закрывая вот эту свою боль, свои раны доспехами, получается, да, вы как бы скрываете их от излечения, эту боль скрываете. Поэтому, набрасываясь вот так на других, да, с кулаками, вы просто закрываете себя от любви и добра, да, в которых как бы нуждаетесь, понимаете? То есть вы здесь делаете наоборот. Вы должны наоборот открыться, да, миру. И тогда вы как-то излечите всю вот эту внутреннюю боль, она выйдет, да, через добро и любовь к людям. А вы здесь наоборот закрылись, съежились, да, и как бы настроены агрессивно. И это, видите, это вас уже просто убивает вот это отношение такое к жизни. Поэтому вам здесь нужно немножечко как бы измениться, да, трансформироваться, поменять, то есть прекратить вот эту борьбу. Тут еще, видите, на заднем фоне два человека сражаются. То есть вам постоянно необходимо с кем-то выяснять, да, выяснять отношения, конфликты. То есть таким образом вы выражаете свою боль. Но ее же можно не только через конфликты выражать, да, а еще через любовь, добро, да, там, внимание к другим, понимаете? Поэтому тут очень важно вот этот момент. И две карты, они друг друга подчеркивают, скажем так, да. Хорошо, переходим на сферы жизни. В сферах жизни, в принципе, все неплохо. Как бы внешняя жизнь у вас со стороны никогда не скажешь, да, что у вас внутри происходит вот такой там ужас. Но смотрите, личная жизнь. Здесь король жезлов. И, что интересно, выпало как у дев в предыдущем раскладе, да. Две карты повторились, удивительно. Личная жизнь, король жезлов. Она говорит, что о том, что в вашей жизни или большую роль играет мужчина какой-то, да, или если вы смотрите, то это вы, да, если смотрит мужчина, то это вы. Сейчас я опишу, возможно, вы этого мужчину знаете. Это может быть и муж, и отец, и брат, кто угодно, то есть какой-то просто друг. Этот человек будет играть на этой неделе большую роль в вашей жизни. Король жезлов, кто это, да? Это, знаете, это человек такой гордый, независимый, он общительный,
может быть романтичный, у него есть чувство достоинства, да, то есть он очень такой вот гордый, властный, да, можно даже сказать, где-то высокомерный иногда, любит похвастаться, то есть, ну вот такой мужчина будет играть большую роль. Причем раз четвертый дом выпал, то есть это мужчина в вашем доме. И вот, ну, вот какие-то у вас важные взаимоотношения будут на этой неделе. Может быть, вы вместе что-то будете делать, или куда-то ехать, или куда-то идти. То есть какие-то важные дела у вас с ним будут. Если у вас нет, да, пары, то эта карта показывает, что, возможно, вы встретите такого мужчину, да, вот как я только что описала. Ну, личная жизнь тут как бы все спокойно, да, нет никаких там страшных ситуаций или событий. Карьера. Здесь вообще все замечательно. Карта сила выпадает. Карта сила это вообще шикарная карта для работы, потому что она показывает, что вы за работу беретесь, да, очень активно, все делаете, прикладывая максимум усилий, все делаете хорошо, на совесть. Да, получается, у вас тут прям такой, знаете, период подъема энергии, энтузиазма, да, вам хочется переделать кучу всего, вы можете браться сразу за несколько проектов, да, то есть у вас очень много сил, реально, и вы, эти силы, они только прибавляются, да, независимо от того, сколько работы вы сделали, их только становится больше, этих сил. Поэтому карта очень хорошая, и это и для бизнеса, и для своего дела, и для, если просто вы где-то работаете, она просто говорит, что вы сможете на этой неделе прям выполнить по максимуму, да, если было какое-то вот задание, которое вы не хотели делать, да, там неделю, две назад, месяц назад, вы все время его откладывали. Вот это прям неделя, когда прям вот можно смело за него браться и делать, оно получится. И, соответственно, финансы, да, сразу же мы видим результат. Тройка кубков. Тройка кубков показывает у нас вообще очень даже хорошая карта для финансов. Это улучшение состояния, да, это получение каких-то денежных средств, да, то есть наши там зарплаты, авансы, премии, то есть все, что мы зарабатываем каждый месяц. А также это может быть неожиданное получение денег, какая-то помощь, или помощь, или может поддержка, подарки от близкого окружения, от своих друзей, да, это может быть какая-то помощь, подарок ценный какой-то, может быть. Что тут еще может быть? Истрат, да, то есть это то, что приходит, это наши деньги. То, что мы тратим, да, это может быть затраты на какой-то праздник, на застолье, да, это траты, опять же, на подарок, вы куда-то идете, да, к кому-то, вы можете потратиться. Мелкие траты, просто какие-то покупки, да, для дома, бытовые всякие по этой карте идут. Ну и просто для себя на какие-то приятные мелочи, да, зашли в магазин, что-то увидели, какую-то безделушку, ну и захотелось купить, купили, как бы здесь, да, чтобы себя порадовать, потому что такое внутреннее состояние. И вот смотрите, карта здоровья, понимаете? Как это отражается, посмотрите, на вашем здоровье. Вот она, девятка мечей выпала. Здоровье, девятка мечей, и ваше состояние, десятка мечей, и борьба. Ну как это вообще возможно? Понимаете, при наличии вот таких карт карьеры, денег и личной жизни, вот такое состояние. Ну я не понимаю, как так вот, как плюс и минус, да? Все видят, как будто в вашей жизни плюс, а на самом деле внутри это минус. Здоровье, да, что здесь? Девятка мечей. Ну это вообще, это очень плохая карта для здоровья, понимаете? Это карта вообще болезней. Это мучительные боли. Это как физические могут быть боли, да, так и душевные боли. Бессонница, кошмары. Это вообще, ну как бы, может быть даже информация о каком-то неприятном диагнозе, да, по этой карте, нежелательная беременность. Но больше, конечно, она показывает именно психологические травмы, да, из-за переживаний. То есть вы можете здесь испытывать какой-то страх, стыд, ужас, да, там чувство вины можете испытывать по этой карте. И из-за этого, да, вот у вас вот такое состояние. Что тут еще может быть? Вообще болезнь может быть тут как форма, знаете, самонаказания. То есть вы сами себя наказываете почему-то, вот что-то там решили, что что-то не так, да, и вот это и сами себя мучаете, ложимся спать и начинаем прокручивать все это в голове, как все не так, как все не то, и какие мы несчастные, хотя здесь на самом деле этого нет, понимаете, здесь на самом деле этого нет. Здесь как бы все прекрасно, тут не надо себя накручивать, мучить, да, вот это вот, и терзать себе душу, как говорится.
Ну, в общем, со здоровьем будьте аккуратны, потому что мечи это вообще могут быть и операции, но это не обязательно операции какие-то серьезные, это могут быть и просто операции косметологические по мечам идут. Это, конечно же, колющие, режущие предметы, нужно быть максимально осторожны, да, там всякие ножи, ножницы, все, что вот колющее, режущее, обязательно нужно максимально быть внимательным, когда вы с чем-то обращаетесь таким. Ну, вообще, вот такая информация у меня для вас, весы, да. Состояние внутреннее тяжелое, но внешне все хорошо. Поэтому работайте над своим внутренним перевоплощением, да. Понимайте, что так вот жить нельзя в этой борьбе, в этой защите, да, прятаться. Нужно выходить, да, снимать эти доспехи, вешать их на стеночку и как бы поворачиваться лицом к людям, да, и вот так вот с ними вместе взаимодействовать, радоваться, где-то ходить, отдыхать, веселиться, понимаете, тратиться на это, а не просто сидеть, да, дома, закрыться вот так вот и переживать там свои какие-то внутренние проблемы. Там не все так страшно, как вам кажется. Благодарю за просмотр, да, за интерес к видео и жду вас на своих новых видео.